Совещание по вопросам организации и проведения выборов президента Российской Федерации на территории республики открыл и вел руководитель администрации главы Башкортостана Владимир Нагорный. По первому вопросу повестки дня выступил председатель Центральной избирательной комиссии региона Хайдар Валиев. Он обозначил задачи избирательных комиссий республики по подготовке и проведению выборов. Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства, в том числе за пределами территории Российской Федерации, места временного пребывания, а также лица, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах территории Российской Федерации, вправе подать заявление в период с 31 января по 12 марта через единый портал госуслуг, либо в любую территориальную избирательную комиссию, либо в любой МФЦ. С 25 февраля по 12 марта такое заявление можно подать в любую участковую избирательную комиссию. Перед органами государственной власти, муниципальными образованиями, избирательными комиссиями стоит задача обеспечения комфортного голосования населения. Это касается готовности помещений как избирательных комиссий, так и помещений для голосования, подъездных путей и подходов к ним, созданию условий для граждан с ограниченными физическими возможностями. Другая серьезная задача – широкое информирование избирателей о предстоящих выборах, порядке и способах голосования. В этом году, помимо традиционных для региона каналов распространения информации, повсеместно будут применяться средства наружной рекламы, баннеры и другая уличная печатная реклама различных форматов, световые экраны. По заказу ЦИК России разработан единый логотип избирательной комиссии. На его основании изготавливаются видеоролики для ТВ, световых табло, печатная и другая продукция. Важным направлением деятельности избирательной комиссии является повышение уровня подготовки членов территориальных и участковых комиссий. Предстоит провести целый ряд практических занятий по законодательным и технологическим новациям в избирательных процедурах. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитов, Радмир Исингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.